Рад вас видеть, Егор. Да, я взаимно. Чисто раз вас видел здесь, хотел пару вопросов от меня, если есть возможность, пару вопросов, да. По поводу СМИ появилась информация, болеете сейчас, попали в больницу, и чувствуете себя не так хорошо. Я вот впервые с вами говорю, если вы не журналист, а вы простой человек, как все-таки я, гражданин Узбекистана. Каждый у нас есть надежда, у вас, у других. Я вот стою напротив управления Республики Таджикистан. Почему? Потому что я тут должен передавать несколько бумаг министру. Это адвокатский запрос. Срочно я хочу передать последний номер газеты «Голос Таджикистана». Я до этого был в России. Перед тем, что меня отправили, точнее, этапировали в Таджикистан, без оснований, я прилетел в аэропорт Уля, это был ночь на 13-е. Все точно были наши пункты по правам человека, было нарушено. Я надеюсь, что сегодня, то, что я здесь передам 3 бумаги на имя министра, и, соответственно, отдам самое главное бумагу о том, что когда и каким образом я получил паспорт Таджикистана, я никогда в глаза его не видел. Это, соответственно, центральный паспорт у нас сегодня в нашей республике. Надеюсь, что в понедельник сегодня работает. Встреча состоится с господином послом России в Таджикистане. Я после этой встречи, если он меня примет, это хорошо. Соблюдаю субординацию полностью. Претензий я к государственным, называемым, конкретно лицам не имею, я претензий имею к создавшейся сегодня системе. Уход Шарипова, чтобы лучше сделать будущее в России, я посмотрел по интернету, почти 80% они себя чувствуют, честно говоря, неловко. А что завтра стоит будет, если какие-то вопросы он поднимает? Я общественный деятель, посол мира, я ветеран вооруженных сил, ветеран действий. Поэтому все мои действия направлены на уровень закона. Я попросил, чтобы и Таджикистан, и Россия, и другие страны соблюдали и нарушали те же законы, которые приняты на уровне более 100 государств мира. Если мы хотим создать суверенное государство, я думаю, Таджикистан меня не бросил, я не арестован, я нахожусь здесь, я готов доказывать. Я думаю, и министр Рамазан Рахимов, и министр безопасности, они в курсе ситуации. Ну, по ходу, я думаю, что наша организация Общероссийское общественное движение, практически не только в России, имеет статус международного. Я могу находиться в Таджикистане, отсюда руководить данной организацией, могу поехать в Казахстан, тем более на постпространстве. Будем защищать, независимо где находимся, права наших соотечественников, трудовых мигрантов, в первую очередь в России.